Сегодняшняя выставка учащихся Покровской детской художественной школы посвящена к столетию Якутской АССР и году исторической памяти в Хангаласском улусе. Выставка собрала работы двух поколений выпускников 20 и 21 веков. Эти два по смыслу грандиозных мероприятия текущего года дополняют друг друга тематическим содержанием выставленных работ. Так, имя выдающегося основоположника якутской литературы, просветителя-мыслителя, философа и поэта Алексея Елисеевича Кулаковского неразрывно связано и с историей Якутии, и с историей Хангаласского улуса. То же самое можно сказать и о первом президенте Республики Саха-Якутия Михаиле Ефимовиче Николаеве, чья политическая деятельность неразрывно связана с судьбой не только целой Якутии и Хангаласского улуса, но и Российской Федерации. Покровская детская художественная школа со дня основания школы провела множество различных выставок. Книга отзывов выставки буквально расписана теплыми словами от представителей со всех улусов Якутии, гостями из городов РФ и зарубежья. Однако выставочная деятельность школы активизировалась после того, когда в школе в рамках реализации проекта «Рисуем все» с 2016 года начала функционировать деятельность детской картинной галереи имени Галины Александровны Шелковниковой. Так, за короткий период времени в данной картинной галерее прошло немало персональных выставок детей из разных улусов, в том числе Мегина Кангаласского, Мирнинского, Намского, Жиганского, Горного, Верхневилюйского, Вилюйского улусов и Якутской художественной школы имени Кима. Список можно было бы продолжить, если бы не помешали пандемийные ограничения, которые продолжаются по сей день. Благодаря бесценному дару Галины Александровны Шелковниковой, выставочного фонда рисуют дети Якутии, собранного ею на протяжении долгих лет. В фонде Покровской ДХШ хранятся более 2000 детских работ, собранных из Хангаласского и других улусов нашей республики. Таким образом, выставочный фонд Покровской детской картинной галереи может организовать выставку практически на любую актуальную тему. Как видно из работ юных художников, представленных на данной выставке, видно, что дети в стенах Покровской ДХШ не только учатся познавать теорию изобразительной грамоты и умению рисовать с натуры предметы обихода. Они на уроках композиции, создавая свои будущие картины, как правило, начинают изучать историю своего наследия улуса или Якутии в целом, что позволяет расширить детский кругозор и мировоззрение. Если народная пословица гласит, что написано пером не вырубишь топором, то в нашем случае, что нарисовано, останется на века и запомнится в детской памяти прочно и навечно. Как сказал первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, народ, не знающий и не помнящий своего прошлого, очень уязвим. Недостоин уважения и не имеет будущего. На данной выставке представлены работы учащихся, выполненные в разные годы. Здесь можно увидеть серии работ с первой детской выставки, обращенных к истории родного улуса «Мы из рода хангаласцев». Выставка была организована в 1994 году, когда наша школа еще не получила статус отдельной художественной школы. Также есть работы, выставленные в Международной детской картинной галерее города Москвы. Выставка в Москве прошла по приглашению директора данной картинной галереи Алексея Дмитриевича Понька и называлась «Хангаласская земля на рубеже веков», так как она прошла в преддверии третьего тысячелетия. Большинство из представленных работ на данной выставке вошли в серию книг «Рисуют дети Хангаласа», выпущенных по инициативе и прямой поддержке первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Также они иллюстрированы в разных других изданиях, журналах, брошюрах и так далее. Покровская ДХШ не ограничивается проведением выставок, кроме прочего, она является организатором многих детских конкурсов, посвященных истории улуса и республики, как конкурс, посвященный году Тыгына, к 15-летию Техтюркской станции, по следам государевых ямщиков, к столетию письма якутской интеллигенции и так далее. В этом году школа объявила 2 республиканских конкурса, посвященных к столетию Якутской АССР, история Якутии глазами детей и 85-летию первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева «Мой первый президент». Таким образом, выставочный фонд нашей картинной галереи будет расширяться и пополняться новыми творениями наших детей.